В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. 480 миллиардов кубометров газа прирастил «Газпром» в 2020 году. Более 40% пришлось на новое месторождение на шельфе Карского моря. Как сообщили в компании, в отчетный период на территории России было выполнено свыше 5000 квадратных километров сейсморазведочных работ методом 3D. Пробурено более 57 тысяч метров горных пород. В том числе компания построила технически сложные скважины глубиной до 4500 метров. В настоящее время «Газпром» занимается доразведкой запасов Баваненковского и Харасовейского месторождений в Якутии. В рамках развития Якутского и формирования Иркутского центров газодобычи продолжаются геологоразведочные работы на Чиендинском и Кавыктинском месторождениях. Что касается ЧНД, компания «Газпромнефть» в 10 раз увеличила добычу углеводородов, нефти, газа и конденсата на нефтяных оторочках Чиендинского месторождения в 2020 году. Показатели достигли 1000 тонн сырья в сутки. Максимальный уровень добычи на промысле составит почти 3 миллиона тонн нефтяного эквивалента в год. Компания «Алроса» продлила действующие долгосрочные контракты для постоянных клиентов на второй квартал 2021 года. Решение принято в рамках подготовки к заключению долгосрочных договоров на новый трехлетний период. На протяжении первого квартала 2021 года «Алроса» в результате переговоров со всеми своими долгосрочными клиентами определила, что структура текущего спроса может существенно отличаться от традиционной торговой истории в контрактном периоде. Ограничения, связанные с COVID-19, обусловили приостановку регулярной алмазной торговли в прошлом году на несколько месяцев. В результате торговая история разделилась на 3 части: накопленная до пандемии, точечные покупки во время первой волны локдаунов и новая структура спроса после возобновления регулярных торговых сессий. Компания «Эльга Уголь» попросила преференции на транспортировку угля. Компания заинтересована в увеличении отгрузок на восток в связи с развитием собственных активов. Угольный холдинг предлагает поддержать законопроект о приоритете коксующегося угля перед энергетическими при транспортировке железнодорожным транспортом в сторону дальневосточных портов. На данный момент проект находится на рассмотрении. «Эльга Уголь» считает, что приоритет коксующегося угля необходим, так как его добыча и перевозка более выгодна. В частности, на данный вид топлива выше ставка НДПИ, что подразумевает более высокие отчисления в бюджет. Кроме того, перевозки в восточную сторону для РЖД дороже на 8%, что также предполагает рост дохода. Новую котельную запустили на Эльгинском месторождении, которое обеспечит отопление и горячее водоснабжение в вахтовом поселке Эста в Нерюнгринском районе. Котельная будет отапливаться углем, добытым на Эльгинском месторождении. Новый инвестор А-Проперти намерен построить жилой поселок на месторождении. Так, в феврале текущего года Эльгинский проект договорился с консалтинговой компанией КБ «Стрелка» о создании мастер-плана нового жилого поселка с населением до 20 тысяч человек. В поселении могут появиться офисные здания, библиотеки, места для занятий спортом и оздоровительные центры. Якутские и приморские компании намерены развивать сотрудничество в сфере туризма. В Якутске побывала делегация приморской бизнес-миссии, которая презентовала туристический потенциал Приморского края. В мероприятии приняли участие якутские туркомпании, заинтересованные в развитии деловых связей с Приморьем. Данные анализа турпотоков в Приморский край в летний период последних лет показывают, что порядка 23% потока составляют якутские туристы. Итогом визита стали подписание соглашений между несколькими якутскими и приморскими компаниями. 13 населенных пунктов Якутии получат средства на благоустройство общественных территорий в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство поселений решит голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая текущего года. Специальная федеральная платформа для голосования будет доступна на портале госуслуг. Выбрать объект для благоустройства сможет каждый якутянин, начиная от 14 лет. Отметим, что ранее по данному проекту были благоустроены такие крупные общественные пространства, как городской парк в Нюрбе, набережная в Покровске, сквер в Бердягистяхе, центральная площадь в Жатае, скверы в Алдане и Нерюнгре, а также набережное озеро Талая и площадь Ворота Якутска. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.